в первую очередь надо, я считаю, сказать о сути этого соглашения, если коротко, для людей, которые не так хорошо разбираются в судебной практике и в правовых делах. О чем это соглашение? Это соглашение о том, что решение судов по экономическим делам, здесь тоже надо, здесь у меня будут пару уточнений, у нас, надеюсь, будет блок вопросов, потому что есть много вопросов, которые надо уточнить. Пока буду говорить по экономическим делам, что решения российских судов по экономическим делам будут исполняться на территории Абхазии. Если в этом вы не видите рисков, значит у нас разное понимание слова риск вообще как такового. Если говорить об количестве, у меня точных цифр нет, здесь министр юстиции есть, он подскажет. У нас несколько тысяч совместных предприятий, то есть форма СП или иностранных граждан, которые являются учредителями ООО. То есть это несколько тысяч организаций. Цифры меняются, но больше тысячи. Есть, кстати, организации, которые были ликвидированы или закрыты, их тоже очень много. И в самом соглашении, к примеру, оно имеет обратную силу. Вот в последней статье, в 11 статье сказано, что он имеет обратную силу, этот закон. Если говорить о практике, конечно, принцип зеркальности, он как принцип, он звучит хорошо, но что мы имеем по факту? Надо говорить всегда по факту, что происходит в реальности. Несколько тысяч совместных предприятий здесь на территории Абхазии, и очень мало таких же ситуаций, которые будут в Российской Федерации. То есть граждан Абхазии, которые имеют там какие-то совместные предприятия в Российской Федерации. То есть здесь несколько тысяч, там, я думаю, несколько десятков. Плюс у меня возникают большие сомнения о том, что решение абхазских судов будет исполняться в Российской Федерации. И никто это не может гарантировать. Ни министр юстиции, ни президент страны это никто гарантировать не может. Кстати, в российском законодательстве, у них в России очень много подобных соглашений, которые они в рамках конвенции, на которой здесь ссылаются, я про нее тоже скажу. Порядка 100 стран, с которыми подобные отношения в рамках конвенции у России есть. И Россия оставляет за собой право не исполнять судебные решения, которые там нарушают, так сказать, там какие-то публичные права, или здесь тоже, кстати, ссылка на это есть, но проблема в том, что в российском законодательстве вот эти все случаи прописаны, а в нашем законодательстве этого нет. Поэтому я могу смело говорить о том, что у России намного больше возможностей не исполнять решения наших судов, чем у нас, потому что мы эти решения будем выполнять, потому что у нас будет оказываться давление и дипломатическое давление, поэтому у нас принцип зеркальности, если и сохранен, то он фактически принципа зеркальности не будет. Надо понимать, что это 140-миллионная огромная страна, член Организации Объединенных Наций, член Совбеза ООН, и мы маленькая страна, которая только строит свою государственность. Поэтому, если говорить о принципах, я считаю, надо больше говорить о фактически, когда принципы эти будут исполняться. Если говорить о юридических вопросах, да, то в самом этом соглашении я не вижу большого смысла юридические какие-то моменты обсуждать, углубляться, потому что он уже подписан, он прошел все стадии ратификационной в Российской Федерации. Я так понимаю, мы в него не можем вносить изменения. Но если бы у вас была такая возможность, что бы вы внесли? Я бы подобный закон вообще не подписывал и не выносил бы, конечно, в парламент на ратификацию. Потому что здесь я понимаю, для чего этот закон нужен. Да? Какие-то есть группы в России, там такого, скажем, экономического толка, финансового, которым нужны гарантии своих вложений здесь, в Абхазии. Это как минимум. Но подобные законы можно принимать точечно, да, или какие-то, если защищать инвесторов, можно отдельно по инвесторам принимать законы. Это соглашение будет касаться всех отношений, которые только возможно. И не только там будут касаться инвесторов. Я думаю, огромное количество наших граждан теоретически это соглашение может затронуть. Если говорить об объеме судебной системы России и Абхазии, это, конечно, несопоставимые две величины. Если в России порядка 2500 только судов, это и судов общей юрисдикции, и арбитражных судов. Нормативная база Российской Федерации, она просто огромная по сравнению с нашей. Даже если у нас все будет работать нормально, вот как министр говорил, принцип зеркальности будет соблюден, в чем я, конечно же, сомневаюсь.
Представьте, будет несколько тысяч обращений в суд, судебных решений, она просто обвалит нашу судебную систему, она просто с ней не справится. Даже сейчас, какие проблемы судебной системы у нас есть, да, при нашем, так скажем, при нашей абхазской текучке, да, и не всегда наша судебная система справляется, там недостаток кадров, там много разных вопросов, технического оснащения. Если просто несколько сотен судебных решений сейчас придет в нашу судебную систему, она просто обрушится, она под этой тяжестью она не сможет. То есть здесь очень много рисков заложены, которые мы как минимум к этому соглашению не готовы. Это как минимум я такую даю более-менее лояльную, либеральную оценку, мы к такому соглашению не согласны. В самом соглашении, если говорить о юридических моментах, о которых я не хотел бы углубляться, но все-таки скажу. Здесь есть ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года. Почему-то в этом соглашении ссылается, по сути, это соглашение заменяет собой ратификацию данной конвенции, что противоречит нашему закону о ратификации международных договоров. То есть посредством этого соглашения мы не можем ратифицировать конвенцию Организации Объединенных Наций. Я и с юристами проконсультировался, это абсолютный нонсенс, мы такое допускать не можем, он не имеет никакой юридической силы, этот документ. Что касается самой конвенции, сама конвенция не предполагает участие в ней страны, которая не является членом ООН. Это в самой конвенции это написано в статье 10. То есть если говорить о юридических моментах, уже просто из-за одного этого несоответствия этот документ надо отправлять, условно говоря, обратно. Вот тут маленькую лекцию прочитали про международные договора. Это мне, к счастью, все было известно, да, но все равно спасибо. Может, кто-то не знал, вот или зрители посмотрели. Я почему я извиняюсь, перебил, по той причине, что вы мой аргумент озвучили не до конца и ответили только на его часть. Я говорил применительно конкретно к Конвенции Организации Объединенных Наций о признании и исполнении арбитражных решений 1958 года, потому что она сама, эта конвенция, не предполагает нашего к ней присоединения. В ней это написано в статье 10. Я еще раз... В конвенциях таких ограничений нет. Где-то есть, где-то нет, но именно конкретно в этой... потому что она имеет отношение к правоприменению, там много разных нюансов. Еще раз скажу, сама конвенция не предполагает нашего в ней участия, потому что мы не член Организации Объединенных Наций. Так что поэтому я вынужден был перебить, эту важную вещь тогда не сказал, сейчас сказал. Что касается объемов наших судебных систем, я, может быть, не до конца договорил, да, свою мысль и был понят так, как сказал. Я имел в виду в том числе и объем нормативных актов. Где гарантии, что решение, которое примет российский суд, будет на основании закона, которого вообще в Абхазии нет? Нигде в соглашении об этом не сказано. То есть там могут быть статьи законов, у нас вообще такого нету в законодательстве. Кстати, у нас там кредитная нормативная практика у нас ничтожная по сравнению с Россией, законов у нас такого количества законов нету, к примеру. Как мы будем в этой ситуации себя вести, когда будет приниматься решение на основании закона или статьи закона, которые в абхазском законодательстве нет? Это тоже серьезный вопрос, который, я считаю, мы должны проговаривать, хотя, наверное, сейчас уже поздно, так как документ подписан. Что касается вещей, вот вы мне оппонировали, сказали, что никто не может гарантировать там и личности, но я вас правильно понял, вот это соглашение может гарантировать исполнение решения абхазских судов. Я правильно понял? Да, совершенно верно. Да. Российское законодательство национальное выше международных договоров. Это недавно они такую норму приняли. Когда я говорил о том, что никто не может гарантировать, я в том числе имел в виду и эту особенность российского законодательства. И к тому же, я имел в виду, что фактически добиваться исполнения решений абхазских судов надо будет конкретно по каждому решению. Еще одна важная вещь, которую, к сожалению, вы не озвучили, но я считаю, ее надо было озвучить намного раньше, до подписания, уже не по факту. Если, к примеру, гражданин России обратится в суд, скажем так, в Сахалине, ответчик здесь в Республике Абхазия вынужден будет на этот суд либо попасть, либо отправить своего представителя. Это будет сопряжено с большими финансовыми затратами для наших граждан. Вот уважаемый Леонид Чамагуа говорил, я с ним полностью согласен. Здесь много юридических тонкостей, которые вы, Андрей Борцы, знаете намного лучше, чем я и все здесь присутствующие, да, в студии.
Но это не отменяет того факта, что это соглашение, в этом соглашении наших интересов граждан Абхазии нет. Это мое стойкое убеждение, убеждение многих людей, с которыми я по этому вопросу и с юристами я говорил, и с людьми, которые бизнесом занимаются, и в том числе с депутатами я говорил, наверное, ту работу, которую вы должны были провести до того, как подписали этот договор. И ни один человек здесь не увидел какие-то радужные перспективы, которые вы строите на основании этого закона. Он не для нас, этот закон, сделан. Я не знаю, для кого он сделан, и, надеюсь, никогда не узнаю. Если его парламент не примет. Еще пару важных вещей я хочу озвучить. Я не хочу в полемику вступать. Если бы документ был бы сейчас на стадии обсуждения, он еще не был бы подписан, имел смысл там вдаваться в какие-то юридические детали. Вы мне много внимания уделили моей личности и тем моим заявлениям, которые я сделал помимо этой студии. Поэтому, в свою очередь, тоже хочу рассказать об одной важной вещи. То, что произошло с этим соглашением, мне очень напомнило ситуацию с договором по Пицунде. Это соглашение было подписано, сейчас я точно посмотрю, 29 июня 2022 года. Соглашение по Пицунде было подписано, если я не ошибаюсь, в феврале того же года. Также оно было подписано, то соглашение по Пицунде, это в тайне, не было ни общественного обсуждения. Я об этом соглашении узнал недавно, около месяца назад. Хорошо. Если это такой стиль подход, я такой стиль считаю неприемлемым. Ни с депутатами парламента этот договор не был обсужден. Я со многими разговаривал и считаю сейчас депутаты парламента в очень сложной ситуации, в такой же ситуации, как и получилась ситуация с Пицундой, когда им по факту, получается, последний, кто принимает этот документ и будет нести за него ответственность, это будет парламент Абхазии. Он получается, попал в такую неудобную ситуацию по договору по Пицунде и по этому соглашению. Я вот хочу мне такой стиль не нравится. Если бы мы на стадии, еще до того, как этот договор был подписан, я уверен, как у нас есть практика 2014 года, мы внесли изменения в межгосударственный договор. А вот в остальные договора, остальные договоры мы на обсуждение выносим. Вот я хочу узнать. Хотелось бы тоже еще одну важную вещь сказать. Мы здесь в студию не пришли не для того, чтобы там искать какие-то подвохи, кого-то в чем-то обвинять. Я реально переживаю за то, что не то, что в этом соглашении, вообще все, что происходит в Абхазии, я воспринимаю как свою личную проблему. И возможную проблему людей, моих близких, моего народа. И поэтому наша задача озвучивать риски и максимально минимизировать эти риски. Мы для этого этим всем занимаемся. Мы тоже. Я хочу напомнить одну ситуацию, почему у нас нету никаких тут личных друг другу обид или чего-то, но всегда за тем, что публичный человек говорит, всегда за этим должна следовать ответственность. И мы людей судим, потому что они делают, что они говорят, и это в том числе касается государственных служащих и министров. Еще раз я вернусь к Пицунскому соглашению. В этой же студии несколько месяцев назад было обсуждение Пицунского соглашения, и вы, Андрей Барцис, участвовал в этом обсуждении и тоже защищали то соглашение, как и это. В результате выяснилось, что в том соглашении были серьезные проблемы, и ошибки. Поэтому где гарантия, что вы сейчас не ошибаетесь в том, что вы говорите? Потому что уже это не касалось какого-то стороннего предмета обсуждения, это было межгосударственное соглашение по передаче почти 200 гектаров абхазской территории иностранному государству, и в нем была заложена ошибка. И здесь мы сейчас стоим и говорим о возможных рисках, которые здесь заложены, и вы спокойно говорите о том, что здесь все нормально. Почему мы не имеем права подвергать сомнению ваши тезисы, ваши подходы? Если бы вы до того, как подписали этот договор, обсуждали, отправили у нас много грамотных юристов, попал бы в парламент этот документ, я думаю, все риски были бы сняты, и сегодня нам не надо было вообще в этой студии находиться. Я вам говорю, проблема в том подходе, который реализуется. Я не говорю про вас лично, о том, как власть осуществляет. То есть нас общество ставят перед фактом, подписываются очень серьезные международные соглашения, которые, по моему мнению, это мое личное суждение, оно обеспечивает интересы кого угодно, но не граждан Абхазии.
внутренняя повестка не реализуется. Почему мы ставим вопросы об признании в Абхазии иностранных судебных решений там, по экономическим делам? Почему мы не ставим вопросы, чтобы развивать местное предпринимательство, чтобы наших предпринимателей защитить? Почему у нас постоянно идет какая-то внешняя повестка? Почему мы сами не генерируем эту повестку? Почему мы не предоставляем какие-то, не делаем какие-то предложения российской стороне, в том числе для развития нашего государства, наших предпринимателей? Вот у меня какой главный вопрос стоит. Почему мы исходим не из своих интересов, а из интересов иностранного государства, пусть даже и дружественного? Да, с этим никто не спорит. Россия много для нас делает. Но мы в своей политике, наше государство в первую очередь должно руководствоваться нашими интересами наших граждан, а потом уже все остальное. Да, столько внимания моей персоне было. Уважаемый Андрей Львович, вы здесь много, Я вас прошу без лишних. да. Много личных мне оценок дали, я не понимаю почему, потому что я лично вас не затрагивал, я говорил о конкретных ваших действиях, не о вашей личности я говорил. Поэтому я считаю, ваши высказывания были лишние и недостойными, как минимум, министра вот сейчас юстиции Абхазии. Сейчас вы опять уже оскорбляете. Давайте вот... Я советую вам этого вы больше не лично делать. меня советую затронули, вам назвали меня там Не каким-то переходите, экспертом. я вас не Вы назвал, перешли, я вы ваше имя перешли не на называл. личности, поэтому Я вас прошу не делать. я вам Любой хочу эфир имеет ответить. свойство Да. закончить. Мы Я- очень я долго... вам- Адгур, пожалуйста, я вы вам можете хочу это ответить. все обсудить Да, вы после можете эфира, а как сейчас угодно. мы будем Я говорить отвечу на конкретно о вопрос, как проблеме. угодно Да? иронизировать про суд Осириса, про Гаагский суд. Я о чем думаю, что мы угодно. долго говорим, и Да. поэтому нас В уже случае- чуть ли в другое в случае русло заносит. Да, давайте негативных завершать уже. последствий данного соглашения вы лично, как министр юстиции, как человек, который это соглашение продвигал, как и Пицунское соглашение, Буду человек, который нести это соглашение, ответственность. вы Принимаю. лично будете нести эту 100%. ответственность. Суд будет народа, не Осириса, не Гаагский суд Абхазского Абсолютно народа. однозначно. Я принимаю. надеюсь, вы это осознаете. Да. Абсолютно Спасибо, принимаю. спасибо, Все, спасибо, принимаю. позитивно. Ответственности не боюсь, Вот, принимаю. когда